дело амнистию, помилование. Как их заставить ходить в бой? Подчеркиваю, в условиях, когда война не объявлена и военно-полевой юстиции нет. Ну, нет ее вообще. То есть дезертира нельзя расстрелять за то, что он дезертировал с оружием. Его надо судить по законам мирного времени и так далее, и так далее. И получит он свои 12 лет. Но, еще раз, когда люди идут в атаку, штурмовики, по ним так насыпают, что 12 лет в тюрьме кажется многим раем. И очень многие из тех зэков, которые попали на фронт, наверняка, даже вот нисколько не сомневаюсь, что большинство из них сказало, нахрена мы сюда приехали. В этой ситуации обвинять Службу безопасности Вагнера в том, что она зэков там расстреливала за неподчинение и прочее, это просто фарисействовать. Боеспособность Вагнера, как бы мы ни оценивали эти местные атаки, то, что он брал все-таки эти населенные пункты, это за счет жесточайшей расстрельной дисциплины, которой нет в российских вооруженных силах, и поэтому российские вооруженные силы ничего не могут взять. Опять же, подчеркиваю, с нашими командующими, в наших реалиях. Вы что думаете, если бы я стал командовать каким-то корпусом или армией, я бы, конечно, вот почему в Славянске я расстреливал? Да потому что как без этого возьмешь контроль и будешь удерживать контроль над толпой даже добровольцев, вооруженных мужиков, многие из которых тоже с судимостями сидели и так далее, чтобы они соблюдали дисциплину, порядок, чтобы не бежали при случае, чтобы знали, что за бегство с поля боя они будут наказаны, причем очень сурово. Только я стремился это вводить в правовое поле. Реанимировал Славянский приказ от 22 июня 1941 года, создал военно-полевой суд, какой уж был, из кого было, и не снимал с себя ответственности за то, что я делал. А так я понимаю, да, без этого никак. Если сейчас Пригожина обвинят в этом, это будет откровенное фарисейство, потому что российская власть создала сама ситуацию, когда Пригожин просто, чтобы выполнять те задачи, которые на него возложили, которые он сам на себя возложил, тем не менее, разницы нет. Он был вынужден применять необходимые методы. И никак иначе. И здесь я буду полностью на его стороне. И как раз я Шойгу и всю эту команду во главе с нашим верховным некомандующим обвиняю в том, что они ведут войну, но при этом делают вид, что у нас мирное время. Я сам был в такой же ситуации в Чечне во второй кампании. Точно такой же. И все мы, офицеры ФСБ, и ГРУ, и МВД, которые боролись с бандподпольем и бандформированием, все были в такой ситуации. Когда война есть, а законов воевать нету. Почему вы не верите, что все происходящее в стране